Нам не обязует нас четко маркировать продукцию с определенным содержанием растительных жиров. То есть я не берусь говорить, хорошо это пальмовое масло или плохо, это будет решать Минздрав. Но мы считаем, что потребитель имеет право знать, что он покупает. Если он покупает сыр стоимостью $2 за килограмм, то, возможно, кроме животных жиров там есть что-то еще. Вот мы заговорили про сыр. Сначала думала задать вам загадку, найдете ли здесь две одинаковых кривых, но решила, наверное, все же буду ставить, тогда я не буду. Вот если вы увидите, если вы посмотрите на эти два графика, это практически как зеркальное отражение. Вот линия, которая пунктиром идет потребление сыра на рынке Кыргызстана, может создать такое, ввести в заблуждение, что изменилась культура потребления, что люди стали есть больше сыра и так далее. А на самом деле это просто весь тот сыр, который на экспорт не ушел. Это тот сыр, который киргизские компании не смогли реализовать, как это было запланировано. И по очень низким ценам, очень мощными маркетинговыми компаниями, они практически по нулю, чтобы спасти свой товар, это со всякими этими там, программами там, «Купи один, получи два» и так далее, они это все умудрились реализовать на территории страны. И вот также вы видите, как росло потребление сыра, также и падал его экспорт. Это очень такая интересная закономерность. А что мы имеем по сырью? Вчера тоже коллеги это показывали, то есть товарность. Вообще, по сравнению с регионом, я бы сказала, что, наверное, Кыргызстан чемпион. Собираете больше всех молока, чем другие страны из 5 странов. Но, тем не менее, это, конечно, очень мало. Это 90% у нас получается самопотребление, не корпоративный канал. То есть собирается порядка 133 тысяч тонн в год. И, как видите, помните, мы пока смотрели, что производство в этом году упало. Мы видим это по собранному молоку. Комбинаты собрали немного меньше молока, потому что они пережили такой тяжелый период с экспортом. Это молоко, почти все это молоко личных пособных хозяйств. Это коровы с очень низкой генетикой, те, которые, как сказать, выжили самые крепкие, а не самые продуктивные. К сожалению, когда в 2004 году племенные хозяйства развалились, можно сказать, вот, для ремонта стада практически материала у нас нет. И очень жесткая борьба за сырьем. Я хочу подчеркнуть подвергающие риску здоровья населения, потому что, вот, например, к чему нас обязует регламент, да, что, например, молоко, которое с антибиотиком пришло к воротам молокозавода, мы обязаны его утилизировать. К сожалению, такое не всегда происходит, и молоко с антибиотиком имеет полную вероятность попасть к другому переработчику, который не работает по европейским там, или каким-то строгим стандартам таможенного союза. И это молоко мы потом даем нашим детям на завтрак. Многие из вас знают, в эти дни сейчас проходит заседание Кодекса Алиментариус у нас в ФАО, и тема в этот раз посвящена, то есть тема по поводу резистентности бактерий. И весь мир понимает, что через несколько десятков лет мы будем просто умирать от очень глупых болезней, как простуда, потому что антибиотики нам действовать уже не будут. Поэтому этот вопрос соблюдения вот таких вот требований, то есть требования же не просто придуманы, но, к сожалению, многие, нет такой, поскольку у нас вот тот вот молоковоз, который там проезжал между фермером и молокозаводом, нет прямой подачи руки партнеру в цепочке. Тот же фермер, или там, тот же личное пособное хозяйство, он не всегда знает, насколько опасен антибиотик. И он потом тоже, знаете, как у нас люди, там кто-то сказал в соседнем ауле, там ящеры, и они широкоспектровым антибиотиком взяли и прокололи, потому что антибиотик можно купить очень просто. Вот. И никогда ты его пытай, не пытай, он никогда тебе не скажет, потому что он молоко хочет продать. Поэтому вот это вот такая вот разрыв цепочки, он не есть хорошо для здоровья населения, поэтому то, что тоже вчера коллеги из IFC повторяли, да, что чтобы обеспечить качественное сырье, соответственно, чтобы заводы были конкурентоспособными и в первую очередь соответствовали, мы должны на каждом этапе цепочки обеспечить биобезопасность, пищевую безопасность, ну и, конечно, поднять продуктивность, потому что она очень сильно отстает.